Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. 15 февраля 2015 года в селе Сингели Лаишевского района Татарстана во дворе дома были обнаружены трупы пожилых супругов Виктора и Кадрии Смородовых с признаками насильственной смерти. Обнаружила трупы племянницы убитой. Она пришла с мужем проверить, почему родственники не отвечают на телефонные звонки. Буквально накануне они встречались всей большой династией, и повод был замечательный – прибавление в семействе. Из показаний племянницы Фардии. 14 февраля мне позвонила тетя Фарида, сказала, что Смородовы не отвечают на звонки. На входной двери висел замок. Я подумала, что они ушли к брату Кадрии Тахиру. Вечером мы позвонили ему, но он сказал, что их у него нет. Номер Кадрии был недоступен, на телефон Виктора шли гудки, но никто не отвечал. На следующий день утром, 15 февраля, мы с мужем пошли к дому Смородовых. Зашли во двор со стороны огорода и увидели тела Виктора и Кадрии, они были обмотаны пищевой пленкой. Я сразу же стала кричать и убежала. Муж убежал за мной. Мы вызвали полицию. Поступила информация, какие были дальнейшие действия? Управление уголовного розыска подъехал, Следственный комитет, эксперты. И начали оперативно-розыскные мероприятия по поиску лиц, совершивших, скажем, это тяжкое полиционосное преступление. Смородовы не были местными жителями. Они родились и жили в Москве. Там познакомились и поженились. Детей у них не было. В 2011 году у Кадрии обнаружили серьезные заболевания, и врачи посоветовали ей чистый воздух. Виктор продал в Москве свою квартиру за 9 миллионов рублей. Деньги поделил с родной сестрой. Семья Смородовых перебралась в Сингели, на родину родителей Кадрии. До этого в село переехал ее родной брат Тахир Измайлов. Смородовы купили дом с большим участком земли, автомобиль Nissan Qashqai. Жили на пенсию и сдавали московскую квартиру Кадрии и Тахира. В общем, денег хватало. Смородовы были общительными людьми. Виктор как-то проговорился родственникам, что у него есть крупная сумма денег, которую он хочет положить на счета в разные банки. Слухи о богатых москвичах поползли по селу. Их называли не иначе, как миллионерами. Следователи тщательно изучали все эти сведения в надежде найти зацепки к раскрытию страшного убийства. В доме Смородовых были обнаружены отпечатки пальцев рук. Дактилоскопическому исследованию подвергалась вся мужская часть населения села. Хозяина пальчиков быстро обнаружили и допросили. Им оказался 29-летний сосед Смородовых Эльмир. На допросе он рассказал, что часто помогал старикам, когда они просили, копал огород, а 8 февраля он пришел к соседям подключить спутниковую антенну. Именно поэтому его отпечатки остались на телевизоре и ресивере. На первоначальном этапе особых результатов не было, потому что из-за жестокости преступления допросы всех соседей, всех родственников сводились к тому, что я ничего не знаю, я ничего не слышал. То есть все боялись того, что это произойдет с ними. Оперативные сотрудники продолжали опрашивать жителей села. Выяснилось, что Смородовы решили продать 15 соток. Сарафанное радио тут же подхватило и разнесло информацию. Покупатель не заставил себя долго ждать. 28 февраля к Смородовым пришел парень с бутылкой водки поговорить о покупке участка. Рассказал, что родом из Башкирии, хочет приобрести землю для строительства дома. Участок ему понравился, и он планировал даже привезти свою маму, чтобы посоветоваться с ней. Покупатель звонил и приходил несколько раз. Был он среднего роста, худощавый. Парень интересовался и автомобилем, сказал, если надумают продавать, готов его купить за 750 тысяч рублей. Молодой человек был очень вежлив. Приходил он пешком, во всяком случае автомобиль не видели. Смородовы поддерживали связь с покупателем.
Парень торопил их, говорил, что боится, что цены на землю подорожают. Они бы и оформили сделку, но, как назло, паспорта Смородовых были у брата Кадрии Тахира. В 2015 году, в феврале, он уехал в Москву, чтобы собрать различные справки, необходимые для приватизации их сестрой московской квартиры. Но сделке не суждено было сбыться. Смородовых убили. Из дома пенсионеров пропали свидетельство регистрации права собственности на земельный участок и жилой дом, паспорт транспортного средства на автомобиль Nissan Qashqai, банковские карты, мобильные телефоны, паспорта. Выяснилось, что пенсионеры не хранили дома крупные суммы, только деньги на бытовые каждодневные расходы. Да и слухи об их богатстве оказались сильно преувеличенными. Поэтому основной версией, по мнению следствия, стала версия убийства с целью завладения недвижимостью и имуществом супругов. Следователи начали анализировать телефонные соединения с номеров убитых. Несколько звонков их заинтересовало. К тому же появилась и другая интересная информация. Когда сотрудники Следственного комитета распутывали дело, в поле их зрения появился один любознательный персонаж. Через своих знакомых он пытался выведать, остались ли какие-нибудь следы в доме Смородовых, есть ли у следователей зацепки. И, по сути, этот человек вывел следственно-оперативную группу на подозреваемых. В правоохранительные органы обратился один человек, в дальнейшем он был допрошен в качестве свидетеля. Он сообщил, что к нему после совершения убийства, после убийства Смородовых, обратились Зиангиров с Сабитовым с просьбой, выйти на кого-то из сотрудников правоохранительных органов и разузнать о ходе расследования. То есть у этого человека, естественно, это вызвало подозрение, и он решил, выполнить свой гражданский долг и сообщить об этом правоохранительным органам. Соответственно, уже после получения этой информации, после допроса этого свидетеля, уже окончательно стало ясно, что эти люди причастны к этому преступлению. Через некоторое время этот человек начал давать показания. Булат, назовем его так, рассказал, что лица, о которых он готов сообщить, причастны к совершению особо тяжкого преступления. Он боялся, что в дальнейшем они могут отомстить, поэтому просил сохранить его данные в тайне. Из показаний Булата. В январе 2015 года у меня состоялась встреча с моим знакомым Ильгизом Зиангировым. На встречу он пришел с молодым человеком, которого представил как Руслан. Они интересовались, нет ли у меня знакомого риэлтора, который мог бы помочь им в оформлении и дальнейшей продаже квартиры в Москве и дома в деревне. Я сказал, чтобы они сначала привезли документы, а потом будем думать по поводу риэлтора. На этом наша встреча закончилась. С 17 февраля Ильгиз и Руслан вновь обратились к Булату. На этот раз их интересовали его связи в Следственном управлении Следственного комитета России по Татарстану. Парни разоткровенничались и сообщили, что причастны к убийству. Булат после этой встречи не хотел общаться с Зиангировым. Он стал замечать, что тот пытается назначить ему встречу в безлюдных местах. Так в поле зрения следователей попали Ильгиз Зиангиров и Руслан Сабитов. 21 февраля 2015 года, спустя 6 дней после преступления, их задержали по подозрению в совершении убийства четы Смородовых. Руслан Сабитов родился в Душанбе в 1984 году. В 1995-м их семья, спасаясь от гражданской войны, переехала из Таджикистана в Татарстан, в город Нижнекамск. Сабитов увлекался легкой атлетикой и на новом месте начал ходить в спортзал. Там он и познакомился с Ильгизом Зиангировым. Потом семья Сабитовых переехала в Казань. Но друзья продолжали поддерживать связь, созванивались. Ильгиз Зиангиров, уроженец станции Круглое поле Тукаевского района Татарстана. Родился в 1984 году. Был индивидуальным предпринимателем, работал в сфере рекламы. В 2011 году был осужден за мошенничество к 3 годам лишения свободы. Освободился условно-досрочно. Зиангиров освободился из колонии. Как говорит Сабитов, обратился ко мне с просьбой помочь трудоустроиться. И, как утверждает Сабитов, он его трудоустроил в ИП Макаров, который зарегистрирован на Макарова якобы, но фактически принадлежит самому Сабитову, как он утверждал.
что он является спонсором этого предприятия, всем зарплату платил. Хотя Макаров, будучи допросным судья, это отрицал, конечно. То есть он хотел представить таким образом, что он достаточно обеспеченный, раз и зарплату платит, и фирму вот эту зарегистрировал. А Макаров якобы подставное лицо был. Сабитов лукавил, хотел казаться богатым и успешным. Официальный хозяин фирмы по грузоперевозкам утверждал, что в ноябре 2014 года взял на работу Зиангирова на должность логиста-диспетчера. Позже Зиангиров попросил взять на работу его друга Руслана Сабитова. Руслан появлялся в офисе пару раз в неделю, изучал свою будущую деятельность. Но ни один договор об отправке груза так и не заключил. Ильгиз же, напротив, был лучшим работником фирмы. В среднем в месяц он получал 70 тысяч рублей. Поведение подозреваемых резко отличалось. Следователю удалось установить психологический контакт с Зиангировым, который заключил досудебное соглашение. Он дал признательные показания, помогал расследованию и раскрытию убийства, что гарантировало ему уменьшение срока наказания. Руслан Сабитов же, напротив, всячески пытался снять с себя ответственность. Но улики – веская штука. Гильзы собирали? Все гильзы собрали? Сабитов же, в свою очередь, значит, давал показания, что не знал о том, что Зиангиров собирается убивать. То есть он в данном случае выполнял просто роль водителя, не знал о истинных намерениях Зиангирова. Хотя, несмотря на то, что видел в руках у него пистолет, несмотря на то, что говорил, что да, он подтверждал, что они купили в магазине скотч. То есть он это все подтверждал, что мы готовились, ездили на стрельбы, отстреливали пистолет, купили перчатки, купили скотч. Но я о том, что он собирался убивать, не знал. Хотя все эти действия, то есть покупка скотча, стрельба, то есть все это указывает на то, что уже люди готовились к совершению убийства. При осмотре сумки, изъятой у Зиангирова, был обнаружен блокнот. В нем нашли листок с планом дома и земельного участка Смородовых. Подчерковеческая экспертиза доказала, что схему рисовал Руслан Сабитов. У Сабитова в деревне Сингели жили родители. Он часто бывал у них, и до него дошли слухи о богатых москвичах. Руслан Сабитов частенько заходил к пенсионерам по-соседски, так что Смородовы хорошо знали сына односельчан. Поэтому на разведку пошел Ильгиз Зиангиров. Сабитов предусмотрительно ждал в машине на обочине дороги. У Зиангирова был пистолет Макарова, старый и ржавый, который мог подвести в любой момент. Парни несколько раз выезжали за город в лесопосадки и на безлюдной дороге пристреливали оружие. Пули выпускали по дорожным знакам и деревьям. Убедившись, что пистолет исправен, Сабитов и Зиангиров начали планировать убийство. В начале февраля соучастники узнали, что пенсионеры продали автомобиль. Они посчитали, что деньги должны быть обязательно в доме. 9 февраля Кадрия Смородова в телефонном разговоре сообщила фиктивному покупателю Зиангирову, что ее брат вернулся из Москвы. Документы на месте, и можно проводить сделку. Теперь ничего не мешало преступникам завладеть наличными средствами, документами и имуществом пожилой четы. Подготовка к преступлению вышла на финишную прямую. Ильгиз Зиангиров вошел в дом Смородовых. Хозяйке досталось 4 пули. Бабушку убил сразу, Смородов. А Смородов, видимо, последний патрон в него пришелся, устоял на ногах. То есть ранение, видимо, было такое еще не смертельное. После чего, как он пишет, взял нож, бил, пока он не сломался, взял другой нож, бил. Всего насчитали где-то больше 70 ударов. Подельники созванивались даже во время преступления. Когда Зиангиров в очередной раз звонил Сабитову, в трубке еще слышались стоны и матерная ругань умирающего Виктора Смородова. Сабитов потребовал добить хозяина дома, а Зиангиров попросил напарника подъехать как можно быстрее, привезти чистую одежду взамен окровавленной и пленку, чтобы замотать и вывести тела. Ильгиз Зиангиров так и не нашел в доме деньги за проданный ранее Смородовыми автомобиль Nissan Qashqai. Покупатель не успел расплатиться с пенсионерами, поэтому добыча преступников составила всего 800 рублей. Примерно в 1 час 30 минут Сабитов вернулся с чистой одеждой для Зиангирова. Вывести трупы решили ближайшим вечером. По дороге из Сингелей выкинули вещественные доказательства. Пистолет спрятали в посадке. Документы сожгли на пляже.
Еще один интересный факт. В этой же деревне, Сингели, жил родной брат Кадрии Смородовой Тахир Измайлов. Им с сестрой принадлежала квартира в Москве. Тахир был еще одним препятствием на пути к столичной недвижимости. Преступники планировали убить его 14 февраля и оптом избавиться от тел. В этот день они вечером действительно приезжали, но что-то их насторожило. Подельники решили отложить убийство Измайлова на месяц. Замотанные в пленку трупы так и остались во дворе. Изначально заядлого рыбака Тахира Измайлова хотели споить алкоголем со снотворным и утопить на рыбалке. Для этого Сабитов и Зиангиров даже приобрели коньяк и добавили в него лекарства. Но бутылка так и простояла до обыска и была изъята в холодильнике Зиангирова. Доказательств вины подозреваемых и улик было предостаточно, но Зиангиров продолжал радовать следователей своими показаниями. Всплыло нераскрытое дело 2010 года, которое считалось глухарем. Тогда в городе Волжске Республики Мариэл было совершено нападение на директора завода «Солвиталпродмаш». Как выяснилось, Руслан Сабитов работал у него личным водителем. Но отношения не сложились. Руслана обвинили в приписке километража и попросили написать заявление по собственному желанию. С работы он уволился, но обиду затаил. Сабитов подговорил подельников того же Зиангирова и еще одного приятеля Марата Петросяна похитить директора с целью выкупа. Объективно что имелось? Показания водителя, директора, которого подрезали, остановили, вытащили на голову, натянули мешок, вывезли куда-то в лес на машине Петросяна и удерживал там как раз Сабитов. Сабитов сам на дело не пошел, типа его могут узнать. Связали? Руслан ехал с водителем в машине. Мы подъехали к этому зданию. Зиангиров и Петросян подъехали к заводу, ждали в машине, пока директор выйдет. Как только директор сел, один наставляет на него пистолет, другой сзади пытается удержать, но директор не испугался, сразу сполз, дверь открыл и убежал. Вот на этом все и закончилось. Директор попросил охранника вызвать милицию, а сам поднялся к себе в кабинет и запер дверь на ключ. Примерно через 15-20 минут в дверь постучали, но директор уже никому не доверял и дверь не открыл. Позже пришли начальник охраны и новый водитель Радик, которому, как выяснилось, тоже досталось от похитителей. Там тоже отрабатывалось много версий, много лиц отрабатывались на причастность к данному преступлению, в том числе и Сабитов отрабатывался. На тот момент, видимо, объективных доказательств его причастности не было, поэтому преступление осталось нераскрытым. В ходе расследования дело о покушении на директора завода было соединено с делом об убийстве супругов Смородовых. К уголовному букету Сабитова и Зиангирова добавились и многие другие эпизоды. Разбойные нападения, незаконное приобретение, хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов, приготовление к убийству, неправомерное завладение автомобилем, незаконное лишение свободы. Во время следствия было проведено более 50 различных экспертиз, допрошены десятки свидетелей, проверены сотни телефонных соединений. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело передали в суд. 3 участника, 2 жертвы, 2 потерпевших. Всего этого хватило для строгого приговора. Дело в отношении Ильгиза Зиангирова было выделено в отдельное производство. Он получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с учетом неотбытого ранее наказания. Зиангирова мы допрашивали 3 дня. Редко у нас такое бывает, потому что у Сабитова был 2 адвоката, один из Москвы, другой из Казани. У каждого там такой длинный список вопросов. Первый день, когда мы закончили, спрашиваем, и будут ли еще вопросы. И один адвокат говорит, у меня еще порядка 200, другой говорит, у меня еще столько-то вопросов. Ну, они все, конечно, вокруг да около, видимо, с целью запутать больше этого человека. На 2-й или на 3-й день, уже ближе к обеду, вот у нас Зиангиров, мне конвой уже намекает знаками, что у него на руках лезвие. Держит лезвие, показывает, что если не прекратить допрос, я, говорит, порежусь. Ну, перерыв объявили, лезвие отобрали, продолжили допрос.
К концу 3-го дня он уже вообще отказался отвечать на вопросы, мы его уже отправили. 20 июня 2016 года Верховный суд Республики Татарстан огласил свое решение. Руслан Сабитов был приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Марат Петросян лишился свободы на 5 лет и 3 месяца. Но следственным органом не было проверено ни одного слова осужденного Зиангирова, где он часть своей вины просто перекладывает на мои плечи, чтобы уйти от более строгого наказания, а именно пожизненного лишения свободы. А под давлением и пытками оперативников УУР оговаривает и лжесвидетельствует против меня. На это есть тому доказательства. Записки осужденного Зиангирова, адресованные мне в этих записках. Он рассказывает, как издевались и пытали его электрическим током сотрудники УУР для признания тех показаний, которые он давал во время всего предварительного расследования. Даже в апелляции, говорят, выступал 4 часа в Москве. Его там слушали 4 часа. И не с первого раза, не в первый же день рассмотрели апелляции. Там долго рассматривали, откладывали, перерывы объявляли. Ну, параллельно, пока шел суд, по всем фронтам там, как говорится, били. Сестра присутствовала в суде, жена присутствовала. Они писали жалобы на процессуальные действия судьи, хотя они являются участниками процесса. Они входили в коллегию, вышли в коллегию, Генеральную прокуратуру, Верховный суд. На мои действия писали жалобы по всем фронтам. Таким образом пытались воздействовать на суд, можно сказать. Жители деревни Сенгели так и не поверили в виновность Руслана Сабитова. Он был примерный сын и отец. Односельчане даже вспомнили, что еще до задержания Сабитов успел прийти на похороны Смородовых и посчитали, что это тоже доказательство его невиновности. Но в судебной практике такое поведение трактуется иначе. Убийца всегда возвращается на место преступления.